Ну что, парни, мы видели историю, да, как снежный барс натворил делов. Ладой, скажи, пожалуйста, что там случилось для тех, кто не смог перевести? Там, получается, снежный барс попал ночью в кошару и там задрал 35 голов мелкого рогатого. И что теперь дальше-то будет? Ну, сейчас муниципальная комиссия, наверное, там пишут, что комиссия в составе 8 человек выехала, заактировала. Но сейчас, наверное, Чабан будет подавать на возмещение ущерба. А государство ему возместит этот ущерб? Ну, я точно сказать не могу, но было то, что в свое время были такие прецеденты, тоже краснокнижные животные нападали, и государство возмешало. А сколько там, если посчитать приблизительно по деньгам, на сколько денег вот Ну, так барс там натворил делов? один баран стоит, ну сейчас, грубо говоря, 6 тысяч. 6 тысяч стоит. Сколько баранов? 35? 35 Так, умножайте. Вот, Ничего элементарно, себе, да, 6,3. калькуляция, да. Вот Уже, такой короче, за 200 тысяч только одних баранов. Дима, а что ты за снежного барса можешь сказать? Как? Это уникальный кадр. Кадры сняты были, то есть его даже BBC снять не может, потому что он очень редкий, скрытный зверь. Так. Занесен как его, ЮНЕСКО, то есть вот. Ага. И вот, к сожалению, он в таком виде вот предстал сейчас вот. Интересно, его будут ловить, этого барса? или А нет? кто? Его никто ловить не будет, это законом как бы. Он просто задрал или кого-то еще съел? Не Наверное, знаю. кого-то съел все равно. Ну, всё-таки. наверное, мягкие вот эти ткани, наверное, съел, успел, наверное, съесть. Ага. Ну ладно, что ж, Чабану мы хотим пожелать стойкости, как бы, да, такой случай, конечно, из ряда вон. Да, я вот сколько, да, вот в Туве. Вот мы... Очень большой ущерб. Очень большой ущерб. Поэтому, ну, надеемся, все разрешится и государство обязательно ему поможет. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал Республика.